Еўрарадыё.фм. Всем прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё, гэта стартапніца, праграма пра інавацыйныя беларускія бізнесы. У нашай студыі, як заўжды, Юлія, няхай прывітанне. Юлія. Привет. Сёння мы будзем размаўляць пра юрыдычны бок справы, так бы мовіць, і наша госця гэта Дар'я Жук з Кобальт, кіруючы партнёр Кобальт. Прывітанне, Дар'я. Привет. Ну што ж, пытанняў да юрыстаў, да юрысткі, як заўжды, вельмі шмат. Пачнем з самага банальнага. Чалавек сядзіць у гаражы, яму прыходзіць геніяльная ідэя, і ён вырашае, што трэба рабіць стартап. Калі і з якімі пытаннямі яму трэба звярнуцца да юрыста? Вось кошт яго праекта зараз роўны нулю, умоўна кажучы, і ёсць геніяльная ідэя. Паш, ну я скажу, как юрист-юрист, да, что чем раньше, тем лучше, поскольку все те вопросы, которые потом приходится исправлять при сделке или при привлечении сторонних инвестиций, еще не в капитал, а просто в оборотный капитал, все эти вопросы можно решить на старте. Они касаются, конечно, взаимоотношений внутри команды фаундеров, как они структурируют свои отношения, партнерские, собственности. Дальше это, конечно, трудовые отношения, то есть как выстроена команда, какие там юридические тонкости и насколько все правильно оформлено. Чистота интеллектуальной собственности, это тоже связано с первыми двумя вопросами. Ну и, конечно, вот сама идея, да, очень многие спрашивают, как я могу защитить свою идею? Ну, как бы идея как объект интеллектуальной собственности не существует, да, то есть здесь тоже нужно очень четко думать и общаясь с рынком, привлекая инвесторов, раскрывая свои идеи, как же их защитить, чтобы не попасть вот и на мошеннические схемы, когда... А были какие-то вот конкретные кейсы, когда ты сталкивалась с тем, что стартапы об этом не задумались и потом поплатились? Ну, да, конечно, то есть это происходит... допустим, на белорусском рынке. Что вот обсуждаете вы в кулуарах? Мы, конечно, обсуждаем, скажем так, обещания, которые все друг другу дают на старте, но которые никак не оформлены. И вот потом, когда... Или наоборот, оформлены, но не так, как было на самом деле. То есть, например, берут какие-нибудь стандартные уставы, их не адаптируют, не задумываются о том, у кого какая доля, или все там друзья, у всех там 50/50, или 25/25/25/25. Дальше эта ситуация, ну, такого, как мы называем, тупика или дедлока, когда ни у кого нет решающего голоса, и очень сложно принять решение, когда нет консенсуса внутри команды. Вот. Обсуждаем, конечно, неправильно оформленные объекты интеллектуальной собственности, то есть когда разрабатывается там, софт, но не переданы права от авторов на компанию или... дальше, да, то есть вот, ну, это такие стандартные кейсы. І аўтары пасля прэтэндуюць на тое, каб прадаваць яго, напрыклад, нейкім іншым кліентам. Ну, конечно, или в целом там уходит просто с команды в другой стартап, в другую компанию, к другому инвестору и там забирают. Дарэчы, зусім недавно я бачыў у Фейсбуке вельмі бурную дыскусію, там адзін з CEO айцішнай кампаніі пытаўся, ці ёсць у Беларусі якія-небудзь санкцыі супраць іншых, супраць канкурэнтаў, якія пераманьваюць супрацоўнікаў. З юрыдычнага гледзяшча это законна ў Беларусі? Но они ведь подписывают договор о непереманивании, который действует определенное время. Есть такие домовы у Беларуси? Конечно. Ну, в ПВТ, в режиме ПВТ, да. Это вот то, что как раз вторая редакция декрета дала такие возможности. Но я хочу сказать, что на самом деле, если мы глобально посмотрим, то это не такой уж и сейчас как бы тренд. Сейчас наоборот, все обсуждают о том, что это как раз-таки нарушает там, как бы это ни звучало пафосно, конституционные права там, на труд, на занятость. Соответственно, вот эти там non-compete и non-solicitation, как они в английском называются, ну, это уже не такой уж тренд. Мы вот как бы к нему пришли. Да, конечно, ты можешь заключить такой договор, прописать там какой-то штраф за это, или, конечно, ограничить кого-то в работе на конкурирующий бизнес или команду, ты должен ему за это хорошо заплатить. Это, как правило, платится определенная компенсация, после чего человек там может отдыхать, да, и не работать на конкурента. Но сейчас вот один из последних трендов называется так называемый garden leave, да, то есть это как бы отпуск в саду, когда формально он у тебя трудоустроен как сотрудник, вот, но уже на работу не ходит. То есть ты таким образом как бы... Да. Сабатикал? Сабатикал — это больше, когда ты устал, и вот как бы ты не заявляешь о том, что я ухожу, ты как бы перезагружаешься, да. Ну,
что-то вроде. Отпочинок за А свой garden leave, это я уже точно знаю, что я как бы уйду, но я еще формально трудоустроен в компании, никаких иных там юридических шагов по трудоустройству у кого-то я не могу делать. А вот такой вопрос. В принципе, ты в общих чертах очертила о том, о чем стартап должен вот позаботиться на самом старте. Я, до рэчы, пачуў 3, можна артыкуляваць гэта 3 блокі пытанняў. Да? Першае, гэта долі паміж фаўндарамі і іх узаемаадносіны. Да. Другое, гэта працоўнае заканадаўства. То бок, калі адзін дырэктар, а адзін там не дырэктар, відаць, яны адзін аднаго наймаюць на працу, да, і пашыраюць. Да, часто бывает, что они вообще не оформлены. Ребята приходят, говорят, мы фаундеры, у нас работают классные программисты, они сейчас делают мне продукт. Как они работают? Ну как? Ну работают, вот я даже им что-то плачу. В соседнем покое. Да, то есть Вон все, же. а дальше? Ну, кто они тебе? И если они даже не оформлены, то вопрос, как мы эту чистоту прав дальше на продукт и так далее сможем обеспечить? Да никак. І трэцяе, гэта аўтарскія правы. Вось трэцяя група. Ну, я бы еще, наверное, говорила общий такой юридический комплайнс, да, то есть если мы уже делаем стартап и облекаем его в форму там компании, да, юридического лица, то, соответственно, то, как юридическое лицо делает свой бизнес, как он соблюдает законодательство. Если мы говорим о ПВТ, то, естественно, есть определенные требования администрации, да, например, по соблюдению бизнес-плана того же. Да. И мы знаем, что есть уже прецеденты, когда исключают компании за то, что они не соблюдают заявленные параметры, да, в бизнес-модели. То есть такой комплайнс, то же самое отчетность. 4 гэта адпаведнасць кампаніі патрабаванням заканадаўства ці той свабоднай эканамічнай зоны, у якой яно працуе, локальным ці нейкім. И 5, я бы вообще, наверное, говорила, чистота бизнес-модели в целом бизнеса. Конечно, это уже для более такого стартапа продвинутого, наверное, который растет активнее, но то, как ты взаимодействуешь со своими субподрядчиками, клиентами, я не знаю, там, если есть какие-то поставщики товаров, услуг, то есть как ты структурируешь все контрактные обязательства, если там лояльность, она такая, которая только, скажем, такие коммерческие условия, которые есть в этой бизнес-модели, сохранятся ли они, когда поменяется собственник или придет кто-то еще в компанию, или это только лояльность к существующим фаундерам, да, насколько там есть аффилированность, насколько рыночные отношения, условия этих контрактов, например, есть какое-то там привлеченное финансирование, насколько эти ставки рыночные, не рыночные, то есть это вот то, что мы называем... Могуць вырашаць гэтыя пытанні? Это не юристы, это... Гэта вельмі сур'ёзныя. Тут юристы, трэба такія конечно. даследаванні рабіць, чтобы знайсці афіляванасць Нет, это очень... там, бизнеса з адным з фаундераў, напрыклад. Это due diligence. Это делается, да, когда, конечно, в стартап вкладываются инвестиции или приходит сособственник, он делает прединвестиционную, там, предпродажную проверку, это все проверяется, но, ну, в принципе, это же все очень видно из контрактов, из тех там ставок и коммерческих условий, которые там написаны. Конечно, мы работаем в связке, не только юристы, но и там финансовые консультанты, аудиторы, технические консультанты тоже смотрят, если мы говорим о продукте, то они, конечно, смотрят и эту часть. Если модель явно бизнес такая, что она не рыночная, делается просто просчеты, если привести все к рыночной модели, то будет ли стартап так привлекателен, да? А вот такой вопрос. Юлія, да. прабач, я хацеў просто прабачыцца, ты пачала задаваць пытанне, і я просто нахабна ўлез, перабіў цябе, просто хацелася артыкуляваць вось гэтыя 3 пункты, ну мы высветлілі, што іх гораздо больше. Асноўных, ну нашмат болей, але іх 5. І вось я просто хацеў, каб мы, ну так ветліва вярнуліся да твайго пытання і права задаваць Да, ну, собственно говоря, ветливо Дарья к нему и вернулась, потому что я хотела уточнить, как все это может в итоге влиять на раунд инвестиций. Ведь это напрямую влияет и может быть именно предметом переговоров. То есть о чем нужно позаботиться до сделки и за сколько начинать об этом заботиться? За год, например, или как? Угу. Ну, может быть, кейс какой-то есть интересный. Здесь, конечно... Дарья, я прошу прощения, да. мне кажется, нужно говорить чуть более... Сюда? Микрофон, да. Нормально так? Думаю, так. Хорошо. Я думаю, что здесь все очень-очень индивидуально, зависит, конечно, от стадии зрелости стартапа. Ну вот те вещи, которые я сказала, это, конечно, такая гигиена, да. И, конечно, когда к тебе придет соинвестор или ты будешь интересен акселератору, да, какому-то, они всегда будут требовать как минимум создать корпоративную структуру, то есть компанию. Да, есть там группа лиц, фаундеров,
классная команда, но все равно это должно быть уже структурировано в юридическое лицо. И это вот тот первый шаг, который нужно сделать. Как мы его структурируем, да, на каких условиях. И не все готовы даже на это. Потому что юридическое лицо – это уже определенные затраты по управлению этой компании, да, и временные, и денежные. И это уже как бы ощущение того, что, ну, это уже серьезнее, чем мы просто, как ты, Паш, сказал, там, в гараже, да, что-то придумали. Соответственно, все зависит от зрелости. Если мы говорим о зрелых командах, стартапах, которые там привлекают инвестиции уже на стадии роста, то, конечно, они очень правильно все структурированы. Да? То есть они все имеют правильные корпоративные документы, правильные трудовые контракты, оформлены объекты интеллектуальной собственности, они правильно делают там свой маркетинговый анализ. Да? То есть инвесторы же он не только это смотрит, но смотрит потом много чего другого. Да? Вот. И... Вось мяне, дарэчы, заўжды цікавіла пытанне адказнасці юрыстаў не толькі ў сферы стартапаў, але і ў розных іншых сферах. Часто даводзіцца чытаць, што нейкі чыноўнік, да, вось зараз не юрыст, а просто чыноўнік з якога-небудзь выканкама, да яго бізнес пайшоў, ён сказаў, ну, делай можна так, рабі так, да, пасля раз і нельга было так рабіць, да, бізнесу штрафы, там, я не ведаю, нават, можа, і горш што-небудзь, а чыноўнік такі, ну, вот так вот атрымалася, да, а вось калі юрыст што-небудзь, я не ведаю, пераблытае, ну, розныя ж ёсць Ну, это очень хороший не вопрос. все працуюць у Кобальце, да? Ну, спасибо. Это очень классный вопрос. На самом деле он связан, он более широкий. Это вообще сфера профессионального консалтинга, я бы так ее назвала, да, и она у нас, конечно, очень молодая, как и любой бизнес. Нашему бизнесу, ну что, 30 лет, да, это мы сейчас все имеем бизнес первого поколения, да, после развала Советского Союза, мы видим этих собственников, которые уже многие из них устали, хотели бы, наверное, отдохнуть, но вот эта еще смена поколения, она еще не произошла. Ну и есть, конечно, вот это второе движение молодых ребят, стартаперов в том числе, соответственно, и также и профессиональный консалтинг, он очень молодой, и здесь этики профессиональной, к сожалению, ну, она не только... поспела выбраться. Она только структурируются. И, конечно, если мы говорим о таких глобальных компаниях, там, как Big Four, да, то есть аудиторские большие мировые компании, наши, которые мы тоже являемся международной компанией, да, конечно, мы эти стандарты держим более высоко. Да, мы отвечаем за то, что мы делаем. У нас есть внутри проверка качества, да, разные правила, как можно обеспечить такой совет клиенту, да, или такую услугу, такую рекомендацию, которая будет, ну, как минимум, просмотрена юристом с более высокой квалификацией. Я так разумею, что гэтыя правілы не вы сами формулировали для себе, а ёсць нейкія юрыдычныя... Это лучшие практики, скажем так, это лучшие практики такого консалтингового бизнеса, то есть то, как у тебя внутри все построено, а во-вторых, конечно, ну, есть элементарное страхование профессиональной ответственности. Да, и наши страховые компании, и рынок, он, конечно, не так развит, но тем не менее есть и такие инструменты. Бок можно подстраховаться на выпадок юридичной помылки. И тогда страховая будет возмещать какой-то ущерб, который там клиент потенциально может понести или понесет. Можна паглядзець, якія ў юрыдычнай кампаніі ёсць стандарты прафесійныя, этычныя і так далее. Ну, они больше будут артикулированы, нигде там особо не есть. Там у адвокатов есть там свой какие-то правила этики. У нас, у бизнес-лоеров, таких вот прям написанных есть правила Минюста. Ну, это все очень формально. Здесь больше, конечно, это вопрос такой субъективного, да, я бы сказала, даже отношения с клиентом. И, конечно, ошибки случаются, это нормально. Их нормально делать, и мы можем ошибаться, поскольку, ну, я не хочу быть банальной, но наше законодательство очень быстро меняется. До сих пор есть разная его трактовка. Але такой формальной отказности все ж таки не прописано. Ну, она в договоре будет. Это такая же договорная ответственность, как и в любом другом договоре на услуги. Дар'я, Юлія, вельмі цікавая размова, на мою думку, і мы не задалі, мне здаецца, і пакуль што і траціны пытанняў, якія хацелі задаць. Але нам зараз час перарвацца на выпуск навінаў. Сябры, нашыя слухачы і гледачы, літаральна праз 2 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыё і працягнем стартапніцу. Не пераключайцеся.
Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Еўрапарламент абвясціў пра надзвычайную кліматычную сітуацыю на зямлі. Аўтары дакумента заклікаюць Еўракамісію прыняць адпаведныя меры і складаюць на дзяржавы і чальцы больш актыўную ролю ў барацьбе з кліматычнымі зменамі. Стаіць задача абмежаваць глябальнае пацяпленне да ўзроўню 1,5 градусаў па Цельсіі, гаворыцца ў паведамленні. Еўракамісія абяцала выпрацаваць стратэгію на працягу свайго бліжэйшага мандата. У тэнісісткі Арыны Сабаленка памёр бацька на 45-м годзе жыцця. Сергей Сабаленка, былы хакейны брамнік. Менавіта ён прывёў Арыну ў спорт, калі ёй было 6 гадоў. Еўрарадыё выказвае спачуванні Арыне Сабаленка і яе блізкім. Падчас сустрэчы з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Андрэем Кунцэвічам старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў перадаў кіраўніцтва краіны план дзеянняў на 2020 па ўмацаванні патрыятызму і нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта план на ўвесь год. І дзень роднай мовы, і свята незалежнасці, юбілей абвяшчэння дэкларацыі пра дзяржаўны суверэнітэт і стагоддзя слуцкага збройнага чыну. Спадар Кастусёў мяркуе атрымаць станоўчае рашэнне. Синоптики абвясцілі на суботу аранжавы ўзровень небяспекі з-за галалёдзіцы. Днём 30 лістапада на большай частцы тэрыторыі рэспублікі па дарогах чакаецца галалёдзіца. Паведамляюць синоптики рэспубліканскага гідраметэацэнтра. Тэмпература паветра цягам сутак будзе вагацца ад 0 да +5, але ў другой палове дня упадзе да 3 градусаў марозу. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еврорадио.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, праграма пра інавацыйныя бізнесы, якія існуюць у Беларусі. Наша сувядоўца гэта Юлія. Няхай яшчэ раз прывітанне, Юлія. Привет. Сёння мы размаўляем пра юрыдычны бок справы, і наша госця гэта Дар'я Жук, кіруючы партнёр Кобальт. Прывітанне яшчэ раз, Дар'я. Ізноў я атрымаў у перапынку такі наганяй, што не даю Юлі ўвогуле задаць ніводнага пытання. І гэта, ў прынцыпе, праўда, таму я замолкаю. Юлия. Жги. Да, у меня несколько вопросов. В общем-то, ты их косвенно уже коснулась. Первый он по поводу due diligence. Несколько раз уже во время эфира это слово звучало. И вопрос, собственно, такой. Я знаю, что ты рекомендуешь стартапам оценивать buy-side, покупающую сторону, будь то акселератор или инвестор или компания, и допускать к проведению due diligence тоже вот не каждую компанию. Вот расскажи, поясни, почему так? Что здесь вот ты имеешь в виду? Да, это вот уже из опыта работы не только со стартапами, но и с такими уже достаточно зрелыми компаниями. Когда мы ищем деньги, вот тоже есть такой у инвестбанкиров такой основной посыл, что деньги нужно искать тогда, когда они тебе не нужны, потому что когда они тебе не нужны, их тебе мало кто даст. Но про стартапы говорят, что фаундеры должны постоянно искать деньги. Вот, да, то есть и это не зависит от того, что мы там в каких-то убытках или еще что-то, это такой перманентный процесс. Поэтому, когда я нахожусь в поиске, и вот тут вдруг кто-то так раз и откликается на мое предложение, конечно, очень много эмоций, эйфории, и я готов вот прям подписать с ними хоть завтра, да, соглашение или документы о раскрытии информации обо мне. Но мы должны понимать, что любая проверка юридическая, финансовая, техническая и так далее, это, фактически ты обнажаешь свой бизнес и свой инсайт. И это очень серьезно. И это нужно делать с достаточно проверенными, контрагентами, да, назовем их так. То есть теми потенциальными там байерами или инвесторами, в которых я тоже мало-мальски уверен. Но они ведь тоже подписывают NDA. Они подписывают NDA, но это тоже не панацея от всех бед. Потому что NDA, что такое NDA? Давайте тоже так уже юридически, да, я вас совсем там не напугаю, но опущу на землю. Но подписаю NDA. Но все равно это мое добровольное, пусть даже оформлено документально, мое добровольное обязательство соблюдать конфиденциальную информацию, ее не разглашать, не использовать там в моих целях или так далее, в иных целях, кроме как вот в отношении этой сделки и так далее. Но если я это сделал, да, есть какая-то ответственность, штраф предусмотрен в этом соглашении. Если я это уже сделал, то есть за мной будут гоняться через суд и так далее, взыскивать этот штраф, но эффект от этого, он уже гораздо более серьезный, да, чем просто из кого-то я взыщу штраф, да, или обижу его там через суд, не использовать там, я не знаю, там, эту идею
программу и так далее. То есть здесь, последствия для бизнеса гораздо более серьезные, чем просто компенсация какого-то штрафа и убытков. Поэтому раскрывать себя, пускать кого-то в свою так называемую дата-рум — это очень серьезный шаг. Нужно делать бэкграунд-чек, конечно же, тех байеров, которые к тебе приходят. Я бы не стеснялась никогда просить, если, конечно, это не какой-то там топовый акселератор, там, американский, европейский, или действительно инвесторы там, есть же и фонды, и венчурные у нас, да, в Беларуси и за рубежом, есть действительно известные на рынке, с хорошей репутацией, с хорошим трек-рекордом проектов, экзитами и так далее. Если это только не такие истории, тогда, конечно, я бы не стеснялась просить, не знаю, гарантийные письма о том, что ты действительно готов, у тебя есть возможность привлечь столько денег, которые ты мне обещаешь. Покажи мне твои там предыдущие проекты, экзиты, в кого ты еще вкладываешь. Слушай, тем не менее, вот заходишь на сайт инвестиционного фонда, видны портфельные компании, там, ТИМ, какой-то хороший борд и прочее. Почему я должна усомниться в том, что ребята с ними что-то не так? В таком случае это уже очень хороший, конечно, зазор для вот этого доверия, да. Но все равно спросить, какая ваша... Приведи пример. Какая ваша? Пример здесь, на рынке, по названию компании или... Можно без названия компании, но вот пример, когда в due diligence пустили кого-то не того. Складно мне Нет, у меня вот буквально в этом году, но это было, конечно, не в тех сфере, это было в ритейле, достаточно таком, назовем его региональным, да, то есть было несколько ритейл точек у компании в разных регионах, и сделка в итоге не сложилась, поскольку байер оказался не в состоянии, как оказалось, да, пойти на все эти финансовые условия, которые изначально были выдвинуты со стороны продавца, потому что часто сделка начинается ведь со стороны продавца, когда он делает какой-то тизер о себе и ищет байеров. То есть... была згода нейкая на эту сделку, але не было... То есть он знал цену, он знал условия, да, и так далее. Но как в конце оказалось, что у него нет этих финансовых возможностей, и более того, у него настолько закредитованы компании и так далее, он не может даже ничего привлечь. А он все думал, что раз тот продается, значит, он прям в таком тяжелом состоянии, что его тоже никто не купит. А собственники сказали, так нет, значит нет, так мы лучше подождем там до лучших времен или еще что-то, чем продаться там ниже справедливой цены, как они. Ведь в любой сделке, вот в любом таком, даже, наверное, раунде инвестиций всегда вот эта ценность компании, да, даже не цена сделки, а ценность. Вот в этом весь спор. И вот то, о чем мы говорили в первой части нашей, да, до новостей, то есть как эту ценность повысить. И, конечно, твое внутреннее корпоративное управление, и твоя чистота, и продукта, и отношения внутри команды, это очень влияет на вот эту привлекательность и ценность. Гроши, потраченные на юристов, гэта наўпроставы рост каштоўнасці твоей компании. Даже не на юристов, а я бы сказала, это где-то поменять свое сознание. То есть фаундерам очень важно поменять свое сознание и понять, что эти вопросы, они также важны. Что классное корпоуправление, как ты говоришь, вот борды, да, ведь во всех, если мы посмотрим, все инвестиционные фонды или акселераторы, они все часто приходят и очень много работают с командой, да, формируют совет наблюдательный, туда либо сами приходят через своих менторов, через адвайзеров, либо каких-то независимых членов туда и пытаются назначить. Для чего? Чтобы вот это была более широкая картина, чтобы принимались более правильные решения. На самом деле это очень интересный процесс. И здесь нужно менять вот свое отношение к этому. Нашим фаундерам, что это не потраченные деньги впустую, или это на самом деле, или не потраченное время, что я там буду выдумывать, какое-то там корпоративное управление или какими-то документами заморачиваться. Это нужно сделать. Рано или поздно ты это сделаешь. Просто весь вопрос, сколько ты на этом потеряешь потом. У меня еще такой вопрос. Вот тоже мы затрагивали несколько раз декрет номер 8, который был принят уже без малого, подписан несколько лет назад без малого. 2. И да. Несколько, 2. Да, и вопрос у меня по поводу правоприменительной практики, насколько она уже сложилась. То есть я вот как иногда общаюсь с юристами, и в кулуарах они говорят о том, что на самом деле им по-прежнему приходится изобретать какие-то костыльные конструкции. Более того, в кулуарах обсуждают криптобиржи, которые пытались выйти на белорусский рынок, но в итоге получилось только у одной. То есть расскажи нам немножко об этом.
Ну, я, наверное, может, даже какую-то ложку дегтя в это все привнесу. У нас ни одна сделка не структурировалась вот в белорусской юрисдикции. Ну, там, где есть иностранная сторона, да, там И buyer. даже вот сделка Flow и Mangrove. Даже Flow Mangrove, ну, я тут, наверное, Извините, для наших Да. зрителей, вот компания Дарьи Кобальт, где она работает управляющим партнером, она выступала на стороне Mangrove Capital фонда в сделке со стартапом Flow. Flow туда привлекли $12 миллионов. Ну, Ого. как Ого, раз-таки это неплохо даже для США. Да, как раз-таки Flow это тот пример, когда, ну, я бы сказала, там было все идеально внутри, да, то есть когда мы пришли с дьюдилом, ну, все было настолько чисто, прозрачно, правильно, и, ну, сделка структурировалась в Америке, поскольку Flow Health это компания, которая имеет всю интеллектуальную собственность, она... Ну, наверное, в компании такого уровня по-другому бы и Ну, не это могло изначально, бы быть. я думаю, это была стратегия фаундеров, да, то есть и они понимали, что это глобальная история, это глобальные рынки, это глобальный продукт, причем продукт, который меняет отношение не только к такому эпу, да, как женский календарь, а вообще к женскому здоровью как таковому. Вот вчера тоже была на публичных слушаниях социально ответственных компаний, выступала пиар-менеджер Flow, и она очень интересные вещи рассказывала. Насколько они меняют вообще подход к женскому здоровью во всем мире. Это очень классная цель. Конечно, реализовать ее, ну, я думаю, ребята еще до декрета это все планировали, но реализовать ее локально, ну, нет, как бы не имеет смысла. Здесь нужно как бы act local, think global или наоборот. Ну, вот. да. Но у нас, к сожалению, вот, ну, ни одна сделка не структурируется в Беларуси. Может быть, потому что мы работаем в основном с иностранными как бы байерами, да, их представляем, и даже вот последний сейчас мы сделку ведем, она еще в процессе, она еще даже не подписана, айтишная компания, она давно очень на рынке, с 90-х годов. Вот, и ее интеллектуальная собственность находится в Германии. Они так тоже структурировались, да, что здесь есть просто R&D-центр, но все есть в Германии. И будет покупаться та немецкая компания, да. Я пакуль што зразумеў з адказа, што ніводная сделка не структурировалася ў Беларусі не таму, што дэкрэт дрэнны, а просто таму, што беларускія кампаніі яны ад пачатку былі падрыхтаваныя, рыхтаваліся да таго, што гэтыя сделкі трэба будзе Кстати, структураваць Rocket Data. недзе далёка. Rocket Data, сделка в конце прошлого года, когда RBF Ventures, частные инвесторы, бизнес-ангелы. И вот юристы говорили, что это как раз-таки первая сделка, когда вот деньги их Так то же самое, как сжигают легально. Да, даже как и AIMETA, да, вот Google купил, тоже ребята купили компанию ПВТ белорусскую. Но я хочу на это посмотреть даже не то, что с точки зрения плохой декрет, либо хороший. Здесь всегда есть момент репутации, юрисдикции. Вот я тоже была в среду на большой финтех-конференции вообще региона. Но если вы слышали немножко, что финтех — это тоже такая одна из сфер, где очень много стартапов, юникорнов и так далее. И все со сцены говорили об одном. Потому что, ну вот, Вильнюс ее хостил, в Вильнюсе очень, и вообще Литва очень сильно шагнула вперед вообще всех европейских стран в финтех, как бы индустрии, они очень много выдали лицензий на электронные payment agents и так далее. То есть у нее очень интересная экосистема складывается. Но есть такие кейсы, как АБЛВ банк в Риге, да, которого сейчас признали виновным там, в нарушении анти-money laundering правил. Есть претензии к Даньскому банку в Эстонии, который тоже обвинен в этом. И вот говорят, здорово, ребят, вы создали классную как бы экосистему, но, извините, такие кейсы из Прибалтики вот этому мировому сообществу не дают полной уверенности в вашей юрисдикции, так и здесь. Я очень люблю нашу страну, и на самом деле такой патриот, очень много делаю промоушена, очень много мы ивентов делаем за границей, да, где мы рассказываем о том, какие здесь возможности есть инвестиционные, но пока вот этот имидж, репутацию все-таки мы не повысим, я думаю, что, наверное, все больше будем иметь сделок, происходящих, да, то есть в других юрисдикциях. Но опять же, Паш, ты в чем-то прав, что вот эти компании, о которых мы говорим, они где-то изначально были готовы к этому глобальному, да, к глобальной холдинговой структуре, да, внутри себя. Но это совершенно другие затраты, как ты понимаешь, и временные, и денежные. То есть если мы говорим о локальных историях, я верю в них тоже. Но мы вот
Яны яшчэ можа просто не выраслі да ўзроўню нейкіх сделак з міжнароднымі партнёрамі, да, тыя, хто недавно прыйшлі ў Знаешь, здесь тоже есть и местные очень здоровские инвесторы. Здесь, мне кажется, тоже вполне можно найти финансирование. Денег свободные есть. Даже вот, ну, я не знаю, это же не секрет, что даже ставка Евролибора сейчас она отрицательная. То есть стоимость капитала для банков, для инвестиционных фондов, ну, понимаете, она может быть нулевая сейчас. То есть денег свободных здесь и там их много. Весь вопрос, как бы, куда они притекают, как их взять и перелечь сюда. Поэтому, конечно, декрет, он хорош как эксперимент, как такая песочница, как мы ее называем, да, где действительно можно структурироваться, используя, ну, обычные, я бы сказала, обычные стандартные инструменты сделок, да, то есть это никакого там rocket science в этом нету. Но, конечно, все еще нужно что-то изобретать, да, потому что, ну, хорошо, если у тебя IT, если не IT-стартап, если эта компания не в ПВТ. И что, почему мне нравится декрет 2.0, чем он все-таки, вот если говорить о положительных моментах правопринятой практики, то, конечно, мы видим, ну, такой явный бум в, как бы, в допуске компаний с разными видами деятельности. Да, и то, что мы там тоже пару месяцев назад завели, например, компанию инжиниринговую, да, консалтинговую, которая, по сути, занимается проектированием всех классов, и она получила статус резидента ПВТ по BIM-проектированию, да, и сейчас у меня уже таких еще 3 проекта, да, соответственно, ну, это говорит о многом, что, в принципе, вот эта техсоставляющая, она, как мы все и хотим, идет и в другие индустрии бизнеса, да. Вот это, наверное, самый большой плюс декрета 2.0. Да, но с криптой что-то не очень у нас. С криптой не очень. Я думаю, в принципе, первое — это общий тренд, да, что там есть определенная волатильность, да. И сейчас тоже вот последний тренд — это же стейблкоинс, да, то, что Facebook придумала Libra, да, и выпустила. То есть сейчас уже вообще все уходят в криптовалюты, которые чем-то подтверждены. Ну, то есть за требования СЭК. То есть... Абсолютно. Но, да, у нас есть и вторая криптобиржа, да, по-моему, ребята из СНГ ее тоже сделали, да, какие-то бизнесмены из СНГ, я читала про них на DevBuy тоже, но мы тоже имели одного потенциального очень такого заинтересованного клиента, причем это, он, скажем так, из иностранной юрисдикции, у него было и ICO, он привлек определенные инвестиции, тоже очень хотел здесь сделать криптобиржу. Когда мы выслали ему вот эти требования, которые сейчас есть, да, внутренний комплаенс криптобиржи, что ты должен сделать накануне даже того, как ты заявишься в ПВТ, но он сказал, что, ну, я не готов, да, то есть этим заниматься я не вижу в этом смысла, потому что, ну, таких требований я, ну, даже у нас их не было, да. Он из Asia Pacific Region, назовем его так. Соответственно, наверное, вот в этом вся проблема. Первая, в таких жестких требованиях, ну, есть такое тоже мнение в комьюнити, что они писались там под первую криптобиржу, я не знаю, так ли это или под нет. Одну криптобиржу. Под одну так, криптобиржу, но, скажем так, они... В итоге все довольны. В итоге все довольны, но они вот, я думаю, что достаточно жесткие, вот, учитывая, наверное, отношение к этой теме в целом вот, глобально. А насколько Юлія, вот... прабач, і зноў я гвалтоўна цябе пераб'ю. Мне здаецца, што нам прыйшоў час выходзіць з радыёэфіра. Калі мы можам выйсці з радыёэфіра і застацца ў эфіры ў сацыяльных сетках, гэта было б выдатна. Можам, да? Тады мы развітваемся зараз са слухачамі Еўрарадыё. Юлія Няхай, Павел Свярдлоў былі ў эфіры, наша госця Дар'я Жук, кіруючы партнёр Кобальт. Пра юрыдычныя тонкасці размаўлялі мы і працягнем размаўляць зараз у соцсетках. Працяг размовы, шаноўныя радыёслухачы, вы можете пабачыць там. Welcome. А теперь, коли ласка, Спасибо. Ну, у меня 2 вопроса. Мне кажется, вот они достаточно любопытные, и коль у нас появился юрист, у нас не часто бывают юристы, мне хотелось бы их задать. Значит, первый вопрос по поводу сид-фондов. Насколько вот правоприменительная практика, она благоприятствует тому, чтобы к нам пришли иностранные сид-фонды? То есть сейчас наметился позитивный тренд, когда появляются белорусские венчурные фонды, либо инвестиционные компании, либо они по-разному себя называют, да, но тем не менее. И насколько вот наш рынок, он интересен для прихода иностранных сид-фондов? И акселераторов, например. Ну вот опять же, у меня есть такое двоякое мнение, потому что, например, да, прошлый год или там этот год, он очень такой яркий на несколько акселераторов, которые к нам пришли, тот же Demium,
тот же Техминск, да, тоже новый. Он просто поменял поменял формат работы, но опять же я не знаю, где он структурирован. А то, что еще там делали ребята... Демиум — это бизнес-инкубатор испанский, Да. который открыл здесь офис. Это мы знаем, это наш клиент. А вот то, что делали... такой Дмитрий Досов, что они тоже проводили вот Seed Stars? Seed Stars, да. Seed Stars, но это был Просто как конкурс здесь. Да. Ну, то есть, конечно, экосистема, она очень живая. Сказать, что прям законодательство к этому готово, я думаю, что нет, это не законодательство, потому что когда мы, как бы структурировали Демиум, там тоже был большой опросник с множеством вопросов, налоги, трудовые отношения, интеллектуальная собственность, корпоративное законодательство, да, и так далее. То есть сказать, что прям они там как-то сильно, да не сильно мы, конечно, отличаемся от европейских стран, особенно вот налоговая нагрузка, да, особенно если ты смотришь ПВТ, конечно, она очень привлекательна. Но здесь все равно опять вот вопрос доверия к юрисдикции, к тому, какие здесь есть стартапы и есть ли во что вкладывать. Я думаю, с этой точки зрения мы смотримся достаточно привлекательно, да, то есть как бы... Бок і стартапы ёсць, і, ў прынцыпе, падатковы рэжым нормальный, спрыяльный. Выводить, скажем так, дивиденды спокойно можно, да, то есть валютные ограничения сейчас их все меньше и меньше. Криптобиржа появилась. Криптобиржа появилась, Одна, але якая. Да, но с другой стороны, для таких проектов это не самое, да, важное. Але даверу няма. Але давер гэта нешта, што існуе ў цэлым да краіны. Не да дэкрэта, не да ПВТ. Вот несколько лет назад, когда, получается, был подписан только декрет, один мой знакомый, который живет в США, и он очень давно планировал открыть венчурный фонд либо в Украине, либо в Беларуси, и его интерес в Беларуси был обусловлен тем, что в декрете анонсировалась возможность повышения значительного, более чем на 20%, повышения возврата капитала РОК для лимитированных партнеров фонда. То есть, это то, ради чего, собственно, создаются фонды. Я часто. Не знаю, как я вот такого... Да нет такого там в декрете. Да. Это может быть в целом, если смотреть в целом на налоговую нагрузку, которую можно минимизировать, да, будучи находясь в ПВТ, может быть, да, но мы все еще не имеем вот этих как бы льготного налогообложения для венчурных фондов, когда их прибыль может там льготироваться, да, когда они при экзит делают и получают какую-то прибыль, она может быть льготирована. Насколько я знаю, что эти все инициативы как бы есть и там в правительстве и так далее, но они все еще на бумагу не положены. Но и я что еще хотела сказать, Цяжка патлумачыць чыноўнікам там з міністэрства ў пінжаках, што калі венчурны фонд мае перспектыву зрабіць сделку на $100 мільёнаў, ён усё ж таки... Налоги не надо с него брать большие. Не столькі, як бы, да, то бок калі там ужо рэальна ідзе вось гаворка пра такія сумы, да, то можна... як бы ці взять меньше, ці сгубить просто эту сделку увогуле. Здесь нужно понимать всю цепочку. Прежде чем что-то получить, венчурный фонд вкладывает. Да? То есть это же не акселератор, который, да, он может тебя там 10-20 тысяч, 25 вложить, а потом там менторить, обучать своей академии и так далее, доращивать до чего-то, но такими больше как софт вещами, да, советами, учебой и так далее. Здесь же все-таки речь о том, что венчурный фонд, он вкладывает деньги, и чаще он привлекает даже деньги с рынка. А потом, когда он делает экзит, там энное количество иксов. Вот этот вот вопрос, как это облагается. То есть... И это питание не вырашено. Нет, но есть обычный режим налогообложения, да. То есть, да, вырашенный в звычайном режиме. То есть есть сейчас там возможность конвертируемого займа, да, когда ты можешь, в принципе, свой займ потом конвертировать в собственность. И это, в принципе, нормальное правило для всех там европейских корпоративных как бы законодательств. У нас этого нету для нормальных ООО. Это тоже большая проблема, да. Вот, но... А есть в межах ПВТ и ДКТ 2.0? Да, есть в межах ПВТ. Это ж добре, правильно? То бок все ж таки есть певные выходы. Я тут уже раптом зрабіўся прихильником декрета и шукаю некие оптимистичные боки. Нет, конечно, нет, так они есть, безусловно, есть. И здорово, что есть это движение. Здорово, что есть это движение, и есть реальные кейсы на рынке. То есть у нас есть все шансы стать, я не знаю, там,
high-tech nation, да, как мы любим. High-tech, да, high-tech nation. Но вот вера все равно в страну, в юрисдикцию, какие-то ее общие имиджевые вещи, они важны. Правда, добра, і в венчурному мірі теж важны. Што мусіць адбыцца? Мусіць все ж таки нехта правесці праз ПВТ першую сделку на 100 мільёнаў і тады ўсе пабачаць, што ага, працуе. Першы смельчак знайшоўся, его не закруцілі, не арыштавалі, не ўзялі з яго 50% падаткаў, да? І вось так можна. Гэта можа зрушыць ці... Так есть такие примеры. Есть громкие имена, да, тот же Viber, который мы здесь сделали, тот же Маскарад, который купил Facebook, Wargaming, да. Але гэтыя сделки структуры... Ну, это не сделки, это я просто говорю как продукты, да, которые выращены здесь. Нет, Success есть, и они как есть. бы, да. Все отмечают, что у нас тоже много клиентов, которые, например, здесь имеют R&D свои центры, да, в ПВТ и так далее. Все просто восхищены, например, уровнем подготовки кадров здесь, да, тем, как ребята работают, какой здесь уровень, в принципе, отношения к работе и так далее. То есть они все очень этим довольны. Конечно, есть разные, там, есть какие-то печальные истории, когда там, наоборот, команда там срывалась с места, да, забирала там все код, и... да, их было не найти. И такие истории, и такие есть истории. И про такие тоже нужно говорить истории, да, это тоже мы. Вот, и это тоже вопрос нашего какого-то вот роста, развития и как я не знаю, как предпринимателей, как добросовестных предпринимателей. Можно еще один вопрос, последний? Добро. Да. Вопрос по поводу адвайзеров. Мы его немножко затронули во время перерыва. Мне он кажется очень тоже таким актуальным. То есть был период, когда стартапы привлекали адвайзеров, каких-то людей с громкими именами. Это был период именно, когда популярны адвайзеры-советники. Да. То есть есть основная команда и есть так называемые адвайзеры, люди, которые как будто бы работают со стартапами. В период, когда был бум на блокчейн-проекты, адвайзер — это было что-то такое а-ля красивый борд. И типа вот, покупайте наши токены, потому что посмотрите, какой у нас красивый борд адвайзеров. Что вот это вот такой репутационный момент, ну, что да, с нами работают, мы вас точно не обманем. Да, с другой стороны, если стартап не хочет вот сейчас очень как бы раздавать большое количество долей, но ему нужны рабочие руки, а денег платить нету зарплату, да, то вариант, в общем-то, взять адвайзера, сказать, что когда вот потом все получится, ты получишь там какую-то небольшую долю свою. Опцион, это не такі уже адвайзер, это такі працаўнік. Об этом, собственно говоря, вопрос. Вот где заканчивается адвайзер, начинается працаўник и наоборот. То есть как проговаривать условия сотрудничества, если тебе предложили стать целым адвайзером? Это нужно все проговаривать на уровне вашего контракта. Опять же, возвращаемся к оформлению контрактных отношений. Да, в вашем соглашении все. Он должен быть официально как-то зарегистрирован. То есть как это выглядит? Нет, это ваш, гражданско-правовой договор, назовем его так. То есть это контракт, который заключается с адвайзером как с физическим лицом и компанией, которой он будет у этой домове можно все прописать. Да, обовязки, это абсолютно, годин, да, это абсолютно такая как бы история внутри команды. То есть и адвайзер, я считаю, что сам может выдвигать определенные условия, там, сколько стоит его время, какие результаты он обязуется достичь или какие услуги оказывать. Более того, если адвайзер — это такой репутационный момент, да, то я так понимаю, что это же будет публично заявлено где-то на сайте компании и так далее. То есть это тоже должно быть каким-то образом оценено, да, с точки зрения компании. Да. Опцион — это тоже одна из очень хороших штук, и я бы тоже в нее очень верила. Вот, кстати, на прошлой неделе консультировала тоже одного нашего парня, мне очень понравилось, он уже бывший сотрудник компании, которая сейчас выходит на IPO. Это очень интересная история. На IPO он выходит? Вот боюсь сейчас сказать юрисдикцию, будет ясно, но не здесь. Европейская юрисдикция. Очень, то есть это реально выросший стартап за несколько лет, а он уже там не работает несколько лет. И вот таких, как он, работников с опционами, причем и уже бывших работников, 20% в общем капитале компании. То есть ребята, фаундеры, очень правильно делали. Ребята работали,
адвайзеры, ребята и так далее, они всем раздавали опционы. Причем опционы структурировались по вот праву той страны, где зарегистрирована головная компания. Это европейская страна. И сейчас, когда сами фаундеры будут выходить, их покупать стратег, а стратег дальше доводит компанию до IPO, вот эти 20%, хотя у каждого из этих вот рабочий период необходимо проработать вот 4-летний. Вот этот период, он очень разный. Нет таких прав, он очень разный. Вот это есть опционная политика компании, она в каждой компании своя. Но вот это как раз тот пул уже ребят, которые поработали и получили опцион. Уже у них есть реализованный опцион. И причем, я говорю, они уже несколько лет как не работают, и они все равно по вот той, по праву той страны числятся и заховывать право. Реально, у них там, у каждого может там 0,01%, но в общем пуле 20 это очень много. И, конечно, это такая доля, с которой нужно считаться. И вот сейчас очень интересно, но какой вопрос был у него, что как я могу присоединиться к мажоритарному пакету? Я хочу, чтобы меня продали вместе с фаундерами, поскольку я понимаю, что когда фаундер уже выйдет из проекта, он будет, может быть, не такой привлекательный. Ну, опять же, это такое мнение объективно-субъективно. Хотя, мне кажется, на стадии, когда ты уже до IPO доходишь, мне кажется, фаундеры — это важно, но не настолько. Уже компания сама по себе есть, да, зрелая. Так вот, и мы стали смотреть документы, и там не было этого так называемого drag-along права, да, когда ты можешь прикрепляться, и мажоритарий обязан тебя прикреплять к своей сделке. Да, это, кстати, тоже то, что можно сейчас вот по нашему законодательству сделать. И я к чему все это рассказываю, что опцион — классная история, но нужно всегда понимать, что он говорит, я даже не помню, что я подписывала и так далее. И я понимаю, что они даже в это не верили, что когда-то это возможно. А это возможно, это так работает. Вот эти юрисдикции со стабильным бизнес-климатом, законодательством и так далее, если есть этот опцион, значит, он есть. И даже через 2 года, через 3 ребята могут заработать, не имея уже отношения к компании никакого. Это такая история. А вот этот drag-along нужно было решать тогда. Ну, понятно, что ты со своим 0,01, но ты не можешь диктовать. Если в политике компании его нету, и, в принципе, правильно, с другой стороны, я тоже так долго думала, но это правильно, потому что, это должен стратег решать. Что делать с этими 20%? В этом выпадку ён атрымае акции. Он уже ими владеет, он просто получит кэш. И сможет их продать. Ну да, то есть весь вопрос просто по какой цене и когда он будет продаваться. Вместе с основным пакетом или его оставят, и когда будет IPO, его же акции размоются. Соответственно, здесь весь вопрос, вот как быть с этими пулом опционного. Поэтому... шанс у твоего клиента есть? Я думаю, что это все равно, это уже зависит не от него и даже не от фаундеров, это зависит от стратегического инвестора, который будет моделировать вот этот выход на IPO. Сейчас это так, но если бы можно было об этом задуматься раньше и думать, анализировать, что мы подписываем, да, вот в качестве этого опционного соглашения там, и так далее, то, в принципе, это можно было бы каким-то образом, особенно когда ты был бы, например, ценным сотрудником в тот момент. Сейчас, конечно, кто там пойдет тебе на уступки. Вот, а тогда это можно все структурировать правильно. Поэтому это классный вопрос, но это все в плоскости договорных отношений. И здесь нужно тоже уметь отстоять себя, свою позицию и понимать свою ценность. Потому что, к сожалению, я тоже вижу, часто мы не ценим себя. Да? То есть вот это тоже наше такое национальное. Мы почему-то не умеем ценить свой труд, интеллектуальный труд. Время, да. І не верым у поспех. Да. Сябры, вельмі класная, мне здаецца, у нас была размова, яна пачалася з вельмі прыватных пытанняў пра гараж і стартапераў з адной ідэі, пасля выйшла на ўзровень абсалютна глобальны, ўзровень працы дэкрэта нумар 8 і давера да краіны, а пасля мы яшчэ пачулі адну гісторыю сучаснай папялушкі, магчыма, да, якая ўжо ні ва што не ўверыла і ні ва што не спадзявалася, але ўсё ж такі дзякуючы таму, што так ці інакш юрыдычныя фармальнасці былі вырашаныя, магчыма, не ў тым выглядзе, у якім гэта было б ідэальна, але атрымае сваё шчасце. На гэтым, я думаю, што мы скончым. Дзякуй вялікі тым, хто сёння быў у студыі Еўрарады. Юлія Нехай, Павел Свярдлоў, сам сябе падзякаваў нейкім чынам. Ладно, і галоўнае, што гэта кіруючы партнёр кампаніі Кобальт Дар'я Жук. Наступная стартапніца ў наступную пятніцу, а цяпер усім да пабачэння.